Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У студыі працуе Зміцер Лукашук. Адразу хочу нагадаць вам, што нас можна не толькі слухаць, але і глядзець наш стрым праз сацыяльныя сеткі, аккаунты Еўрарадыё, ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Не так часта дэпутаты нашага парламенту беларуска, палаты прадстаўнікоў, як любіце удакладняць спадарыня Ганна Канапацкая, радуюць нас распрацаванымі імі ж законапраектамі, а не тымі прыняццём законапраектаў, якія прыйшлі у палату прадстаўнікоў з адміністрацыі прэзідэнта, Саўміна і іншых дзяржаўных устаноў. Але вось Ганна Канапацкая, не доўга думаючы, ўсяго 1,5 гады працы ў палаце прадстаўнікоў, ўсё ж такі дамаглася таго, каб яе законапраект не толькі дэпутаты пачалі разглядаць, а ён ужо прыняты ў першым чытанні і па ім працуе адпаведная працоўная група. Добрый дзень, спадарыня Ганна. Добрый день. Што ж гэта за законопроект? Змитер, вы немножечко ошиблись. Этот законопроект все-таки, к сожалению, был внесен Министерством внутренних дел. Это изменение в закон о средствах массовой информации. Но мои поправки в данный законопроект рассматриваются рабочей группой, которая создана по рассмотрению данного законопроекта. Ведаеце, не далі як пазаўчора на адкрыцці міжнароднай кніжнай ярмаркі выставы я ў спадара міністра інфармацыі Алеся Карлюкевіча запытаўся, што ж плануюцца за праўкі ў закон аб сродках масавай інфармацыі. Ён мне так нічога і не адказаў. Вот, магчыма, зараз з вами пра гэта даведаемся. Ну, вы знаете, что я про закон о средствах массовой информации тоже немного знаю. Мы тоже работаем над изменениями в этот законопроект, но давайте все-таки вернемся к закону о массовых мероприятиях, который уже есть. Хотел я с вас вот так вот выбить эксклюзивчик, але да. Вернемся до закона об массовых мерапрыемствах. Чым вас не задавальняе, скажем, дзеючы закон і тыя праўкі, якія зараз прапануе Міністэрства ўнутраных спраў? Вот якія праўкі вы прапануеце? Ну, думаю, что я не буду какой-то эксклюзивной, и закон о средствах, закон о массовых мероприятиях, проблемы, которые существуют в связи с его реализацией на территории Беларуси, известны всем. Это то, что невозможно получить там разрешение на проведение массового мероприятия, а исполкомы сейчас стоят на позиции, что если и дадут какое-то разрешение, то за него надо будет заплатить какие-то неподъемные деньги. Чакайте ж, зусім недавно спадар міністр Ігор Шуневич казаў, прэзентуючы законопроект закон об массовых мерапрыемствах, что там ввогуле жесточайшая либерализация, як ён сказаў. Да, я тоже на это очень надеялась, но прочитав его внимательно, почитав те документы, которые были приложены к этому законопроекту, разочарую, наверное, всех, кто поверил в эту жесточайшую либерализацию, скажу, что, к сожалению, нет. Либерализация там попахивает, но она не сквозит в каждой букве, в каждой строчке этого закона. Ну, конечно, есть официальное заключение Совета Безопасности Республики Беларусь, которое говорит о том, что если массовое мероприятие будет проводиться в разрешенном месте по уведомительному принципу, то брать за это денежные средства, там, за охрану, за медицинское обслуживание, за уборку не стоит. Во всех остальных случаях, если массовое мероприятие будет проводиться по заявительному принципу, денежные средства должны взиматься в полном объеме. Ну вот, я для того, каб людзі зразумелі, просто прывяду прыклад. Скажем, калі 25 сакавіка масавае мерапрыемства будзе праходзіць каля опернага тэатра, то за ахову, скажем так, ці за паслугі міліцыі на гэтым мерапрыемстве трэба плаціць. Да и не только за милицию, надо будет заплатить за милицию, за уборку территории, за предоставление оборудования, надо будет заплатить за пожарников, надо будет заплатить по сегодняшнему закону, если власть не пойдет на уступки. Вы пропонуете что? Я говорю о том, что давайте смотреть в корень. У нас, мы с вами все являемся налогоплательщиками, мы все с вами формируем бюджет, мы все с вами говорим о том, что мы платим государству за то, чтобы оно выполняло свои функции. Одно
из основных функций государства – это обеспечение охраны, обеспечение правопорядка. Правильно? Ну, конечно. Если мы за это уже заплатили, зачем нам платить за это дважды? А это уже некая додатковая праца. Конечно. Что значит дополнительная праца? Работа одна – обеспечить безопасность. Милиция – значит милиция. Пожарники – значит пожарники. Откуда получают зарплату пожарники? Из бюджета. Откуда получает зарплату милиция? Из бюджета. Откуда у бюджета деньги? От нас с вами. Мы с вами это уже заплатили. И когда мы реализуем свои конституционные права, мы имеем право требовать от государства выполнять свои функции, свои обязанности, за которые мы им уже заплатили. И это касается не только каких-то реализаций политических прав и свобод, но если это какое-то культурное мероприятие, если это какое-то спортивное мероприятие, у нас с вами есть точно так же право на здоровье, у нас с вами есть право на получение культурных мероприятий. И для реализации этих прав мы с вами не должны ничего больше платить. Вы ведаеце, вот у мяне такое адчуванне, што вы ўсё ж такі ў разрэз з лініяй дзяржаўнай зараз спрабуеце ісці. Тут нам намекаюць на тое, што, можа быць, надо ўвесці плату за наведванне паліклінікі нават, за выклік хуткай, калі там апынецца, што мы выклікалі яе там беспадстаўна, а вы хочаце яшчэ адмяніць. Я как раз-таки соблюдаю интересы государства, потому что государство – это народ, который в том числе обладает избирательным правом, обладает правом на бесплатную медицинскую помощь, обладает правом на бесплатное образование. А у государства, черт повторяю, ничего бесплатного нету. Все уже оплачено из наших с вами налогов, из налогов предприятий, да и из налогов политических партий и иных политических структур в том числе. Мы все являемся налогоплательщиками, мы все платим. И государство должно и обязано соблюдать свои. Гэта одна правка, якую вы прапановываете, але это яшчэ... самая принципиальная правка, которую я предлагаю, что в любом случае при реализации гражданами своих прав дополнительная плата взиматься не должна. И вторая существенная правка, которую я предлагаю, это в принципе разрешить массовые мероприятия некоммерческого характера без разрешения, да, только по уведомительному принципу, вне зависимости от того, в каком месте они проходят. Гэта таким чынам, ну вот я уже просто каб людям на некім конкретным прыкладзе патлумачыць, што маецца на ўвазе, таким чынам не трэба будзе, скажем, калі прымуць вашу заявку, вашу праўку, в наступным годзе несці заявку на святкаванне 25 сакавіка, просто сказаць, мы 25 сакавіка праходзім шэсцем там ад Якуба Коласа там, да прыкладу, да Кастрычніцкай. Обеспечьте нам, пожалуйста, правопорядок, обеспечьте нам, пожалуйста, милицию, охрану, пожарников. Да кто ж на это пойдзе, вы что? Демократическая власть должна на это пойти. Такие законы существуют во всем мире. Это вместе с Весной, правозащитным центром «Весна», вот это их как бы законопроект, это их разработки. Они собрали весь мировой опыт, и везде это происходит именно так. И неважно, по какому поводу вы хотите провести шествие. Может быть, вы влюблены в свою супругу так, что вы хотите выйти перед Мингорисполкомом и об этом всем сказать. Почему нет? У вас хорошее настроение, у нас будет хорошее настроение, вы будете счастливы. Добра, на якім этапе знаходится разгляд ваших правок? Ну вот состоялась рабочая группа, которая приняла к сведению. И что это означает? Будут работать дальше. Гэта можа азначаць, што, скажем, да таго, як законапраект будзе вынесены на другое чытанне, вашыя праўкі, ну, будуць вынесеныя таксама, каб дэпутаты за іх галасавалі, ці яны ўжо адтуль знікнуць? Есть и такой вариант. То есть, если рабочая группа посчитает их возможными включить в законопроект, у нее есть такое право включить это в существующий проект закона. Если они посчитают, что они не соответствуют действующему законодательству, то, значит, они будут мотивировать тем, что это, например, не соответствует там, Конституции или не соответствует там, еще какому-то... Но вы ж юрист. Да. Я так разумею, что вы пролічылі ўсе гэтыя варыянты. Вот ёсць там дзесьці такая неадпаведнасць нечаму ў ваших прапанаваных праўках? Знаете, есть такая
старая советская фраза «общей линии партии». Вот мои правки общей линии не соответствуют. Это такие артикулы у Конституции? Нет, это такой образ мышления у наших чиновников и большинства депутатов. Добра, вот ваши правки ўжо абмяркоўваліся, скажем, на пасяджэнні працоўнай групы, там, на комиссии. И что? Вот Нет, как раз-таки на рабочей группе, потому что такая вот процедура, да, то есть сначала работает рабочая группа, а потом собирается комиссия, которая ответственна за данный законопроект, а потом данный законопроект выносится на чтение в овальный зал. Як сябры этой працоўнай группы прынялі ваши правки? Вот можно ж по настрою людей уже отчуть, вот будут они как бы позитивно до их ставиться, ці негативно? Вы знаете, что я думаю, что ни для кого это не секрет Полишинеля, что, конечно, отнеслись крайне отрицательно. Причем сказали такую фразу: Анна Анатольевна, а вот, может быть, я из своего кармана не хочу оплачивать мероприятия, которые проводит Объединенная гражданская партия. Я говорю, хорошо, а я не хочу оплачивать из своего кармана мероприятия, которые проводит Белорусский республиканский союз молодежи. Но если мы оплачиваем одним, значит, мы должны оплачивать и другим. У нас в Конституции равные права для всех форм собственности, для всех политических структур. А может, БРСМ, коли проводит свои мероприемства, так само платить милиции? Нет, потому что вот были, кстати, представители исполнительных органов власти, которые говорили, что все равно, когда проводит БРСМ, мы же платим это все из бюджета. Я говорю, отлично, в бюджете же, значит, это не деньги БРСМа, это все-таки бюджетные деньги. А если это бюджетные деньги, значит, это наши с вами деньги. А если это наши с вами деньги, значит, по крайней мере, должен быть конкурс на то, как использовать их. Правильно? И, может быть, вы, как журналист, предложите более веселый вариант празднования того или иного события. И это будет выгоднее и интереснее. Да, я ввогуле как бы пропоную вам и далей пайсці. Да прыкладу, мне, як журналіста, не вельмі как бы зразумела, чаму атрымлівае фінансаванне з бюджэту, скажем, Советская Белоруссия, там, а не атрымлівае, ну, да прыкладу, наша Нива. Альбо Еврорадио. Альбо, ну, ладно, Еврорадио, замежные СМИ. Очень, очень интересный вопрос, и, поверьте мне, задавался не раз. Ответ очень интересный, потому что это предусмотрено бюджетом. Да, а вы же все ж таки голосуете за бюджет. А я как раз-таки голосовала против бюджета. И вопросы, которые остались после принятия бюджета, ложатся на стол и в Министерстве финансов, и в Министерстве экономики. Ваши правки павінны ўсё ж таки прайсці нейкае ўзгадненне. Ну добра, працоўная група, да прыкладу, пагадзілася з тым, хай застаюцца, а потым с МВД. Да, безусловно, эти правки, как я говорю, должны пройти согласование по всем государственным органам, которые заинтересованы в этом законопроекте. То есть это и Министерство внутренних дел, это и администрация президента, это, как оказалось, и Совет безопасности Республики Беларусь, это и все исполкомы, и Минский городской исполнительный комитет, очень заинтересованная организация в проведении массовых мероприятий. Чиновники могут просто, там, не спасылаючись на некую конституцию, сказать, вот мы не будем это узгоднять, потому что нам это не подобается. Вот такой отказ может быть, ці нет? Типа повинно быть все ж таки спасылка. Формально они должны его обосновать, но я вполне допускаю, что на примере, например, согласования изменений в избирательный кодекс, что не считаем нецелесообразным. Добро. Калі павінна быць разгледжана ў другім чытанні? Ну, пока работает рабочая группа, но судя по скорости работы, они вполне могут вынести его сейчас на весеннюю сессию. Мы працягнем размову з Ганнай Канапаскай пасля невялікай паўзы. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова. Слухайце наш эфир. Я не хочу ходить строем, хочу ходить один. Иду по битым стеклам линии огня. Отженись от меня, брат никотин.
Заборный Будда, трамвайная пьянь, бешеное небо, строгий господин. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю каротка пра асноўныя падзеі. Архітэктурны праект моста праз Прыпяць у Жыткавіцкім раёне, які загадаў пабудаваць Лукашенко, ўжо гатовы і праходзяць экспертызы. Нагадаю, што ў снежні ў мосце была выяўленая расколіна і рух на ім спынілі. На аварыйным аб'екце ж збіраюць цяпер пралёты, як толькі сыдзе лёд, рэчышчы ракі перакрыюць, пасля чаго разбураць і апошнія гарызантальныя канструкцыі. Украіна нарэшце атрымала ад ЗША установкі «Джавелін» на $47 мільёнаў. Дзярждэп ЗША ухваліў гэты праект, бо ў Вашынгтоне мяркуюць, узбраенне дапаможа Кіеву абараніцца. Украіна атрымае 37 пускавых установак, 210 ракет, а цяпер вядзецца навучанне украінскіх спецыялістаў. Нагадаю, «Джавелін» – гэта амерыканскі пераносны супрацьтанкавы ракетны корпус, які знішчае танкі, бронетэхніку, беспілотнікі, верталёты і самалёты. 1 сакавіка ў адміністрацыі прэзідэнта адбылася сустрэча нерэгулярных перавозчыкаў ды чыноўнікаў. Паводле намесніка міністра транспарту Александра Шышко абмяркоўвалася праблема з міжнароднымі маршруткамі, якія ад 26 лютага павінны працаваць па новых правілах, але многія проста не выйшлі ў рэйсы. Шышко сцвярджае, што дасягнуты кампраміс, але ніякай канкрэтыкі пакуль няма. Лукашенко слухае справаздачу ўраду аб працы эканомікі летась. У доме ўраду прысутнічаюць усё кіраўніцтва. Прэм'ер-міністры, кіраўніцтва нацбанкаў, выканкамаў, вядучых прадпрыемстваў. Лукашенко скрытыкаваў Саўмін і ягоную дзейнасць, ды заявіў, што ведае, нізкая інфляцыя і высокі сярэдні заробак – гэта толькі папяровыя паказнікі, а 10% насельніцтва не можа зарабіць больш за 300 рублёў. Іншыя ж не бачылі гэтага высокага заробку ў 1000. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Мой сённяшні госць, дэпутат Палаты прадстаўнікоў, сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганна Канапацкая. Спадарыня Ганна Канапацкая прапанавала свае праўкі ў законапраект аб зменах у закон аб масавых мерапрыемствах. Сярод іншага, спадарыня Ганна хоча, каб не толькі арганізатары масавых мерапрыемстваў, любых усіх масавых мерапрыемстваў не аплачвалі паслугі той жа самай міліцыі па ахове гэтага мерапрыемства, бо мы і так, маўляў, плацім міліцыі са сваіх падаткаў, але і каб был заяўны прынцып на все мерапрыемствы у любым месцы. Да, но давайте будем говорить еще более точно, что это должно быть некоммерческое мероприятие, потому что когда мы говорим все-таки, если проводится мероприятие с целью получения прибыли, да, то есть то, наверное, здесь... Ну, это там open air, да, там разные. Да, это можно говорить о том, что, да, пускай, вот они получают прибыль, они, пускай с прибыли вот и платят. А если мы говорим о некоммерческих организациях, то да. Вы ведаеце, вот колькі людзей было аштрафавана, там затрымана на суткі за ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Вы пазбаўляеце праваахоўнікаў не толькі грошай, але и статистику поправить по затрыманням. Конечно, а еще и звездочки на погонах смогут заработать, когда у них, видите, как улучшится криминогенная обстановка, когда не будет нарушителей по артикулу 2374. Ну, тут, конечно, жарт жартом, але ў той же час, вы думаете, Министерство внутренних справ как бы ухвалить вашу вот гэтую правку? Вот навошта им, не будем уже казать про финансы, а менавіта вот про заявный принцип, навошта им вот лишняя головная боль? А почему головная боль, если мы говорим с вами о мирных массовых мероприятиях? Это наоборот плюс. Это наоборот, может быть, для милиции должна подумать: ага, гражданин не будет сидеть дома с пивом на диване, а пойдет и примет участие в каком-нибудь спортивном мероприятии. Или, как мы уже с вами говорили, признается любимой девушке в чувствах. Это вот вы зараз такие аргументы приводите, а будут сидеть высокие чины с Министерства внутренних справ. Первое, что, про что они подумают?
про разные оппозиционные мероприятия. А почему оппозиционные мероприятия не могут быть мирными? Они только мирными и должны быть. И мы все говорим о том, что оппозиция не машет шашками, не призывает к революции, а наоборот говорит... Соберутся там разные радикалы и почнут... Нет, мы говорим о том, что давайте мы мирными путями будем идти к позитивным изменениям. Давайте вот внесем изменения в избирательный кодекс, сделаем выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ и поменяем эту власть на путем электоральных побед. Вот двух этих слов ваших уже хопить, как все ваши правки откинуть. Поменяем эту власть. Ну что это такое? Ну а как? Власть должна быть ответственна перед людьми. Власть должна понимать, кто есть кто. Я говорю всегда о том, что я знаю, что мне зарплату платят мои избиратели. Добра, будем спадзявацца, што гэтыя праўкі ўсё ж такі працягнуць сваё жыццё, будуць ухваленыя. Спадарня Ганна, яшчэ адна тэма, таксама вельмі сур'ёзная тэма пакарання, такі ёсць 328 артыкул крымінальнага кодекса, гэта за наркотыкі, но ёсць там лёгкія часткі гэтага артыкула, калі вот за, як кажуць, там за косяк человека там на 5 гадоў закрываюць. Нету таких, к сожалению, вот таких легких наказаний там нету. И это огромная проблема, которая сегодня объединяет порядка 15 тысяч осужденных. А вместе с ними она объединяет их семьи, и это уже достаточно большое количество людей. Добра, вот на той же самой выставе я задаваў гэтае пытанне спадару міністру ўнутраных спраў Шуневічу наконт дэкрыміналізацыі гэтага артыкула, на што ён сказаў, што хутчэй за ўсё гэта будзе зроблена, калі заканадаўцы унесуць пэўныя праўкі ў адпаведны закон. Маўляў, міліцыя не можа гэта рабіць, мы толькі выконваем. Заканадаўцы да якога схіляюцца меркаваннем? Но вы знаете, что вместе с белорусскими христианскими демократами мы проводим вот эту работу уже больше, чем 1,5 года. И могу сказать, что вот в этой работе меня поддерживают другие депутаты Палаты представителей, которые понимают, что все люди, к сожалению, не идеальны, и они могут совершать ошибки. В том числе ошибка молодежи, когда он решился там попробовать, как вы говорите, косячок. И на 10-15 лет закрывать этого подростка, который совершил ошибку, это по меньшей мере неправильно. Поэтому законодательная власть, какой является Палата представителей, готова идти на изменения в Уголовный кодекс. Но, к сожалению, эта статья, эта часть уголовного права регулируется еще и декретом президента. И вот в этой части мы очень тесно работаем с администрацией президента. Но мы считаем, что у нас есть уже огромные успехи, потому что большое количество участников вот этого движения «Матери 328» активны в своей деятельности. Они даже пытались баллотироваться в депутаты местных советов именно для того, чтобы поднимать эту проблему на более высокий уровень. Не оставляем за скобками нашу избирательную систему, но это в том числе сподвигло к тому, что власть показывает нам, что сегодня, как вам сказал уже Шуневич, она готова на какие-то изменения в этой статье, в этом вопросе. Готовность. Вот что это означает? Вот, что уже распрацовываются некие правки в законопроект? Нет, готовность с нашей стороны означает, что у нас есть проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс, и у нас есть проект изменений в декрет президента, и у нас есть проект изменений для судебной системы. То есть это целый комплекс мероприятий. И опять же остается открытым вопрос, насколько власть будет готова их принять. Вот у вас есть гэтыя законопроекты, правки и так далее. Далее, вот что, можно сказать, что, скажем, праз тыдзень, там, праз 2, мы там их внесем туды-то, их почнуть разглядать? Вот сейчас эти правки проходят общественное обсуждение. При этом на это общественное обсуждение приглашаются и органы государственной власти, в том числе та же милиция, или, например, Департамент исполнения наказания. Наколькі я ведаю, сёння
а 14 гадзіне будзе праводзіцца адпаведны круглы стол. Хто там будзе і што канкрэтна на гэтым круглым столе будзе вырашацца? Значит, да, в 14 часов сегодня состоится круглый стол по вопросам вот декриминализации этих статьи 328, и это никоим образом не говорит о том, что мы поддерживаем легализацию там наркотиков, пусть даже легких. Нет, это говорит, цель этого стола показать ту проблему, которая сегодня существует, что в судебной системе, в системе милиции есть ошибки. И эти ошибки, к сожалению, приводят к тому, что рушатся судьбы целого молодого поколения. То есть 15 тысяч человек – это огромная цифра. И ведь это люди там от 18 до 25 лет. Это, можно сказать, будущее современной Беларуси. На пачатку от нашай размовы на наркотычную тэму прагучала ад вас такая лічба 15 тысяч чалавек. Вот сапраўды за наркотики, ну там и может быть какие-нибудь, я не знаю, наркобароны выходят в эту лічбу? Вот, к сожалению, никаких наркобаронов в эту цифру не входит. В эту цифру входят несчастные дети-подростки, которые совершили ошибки, которых брали не за то, что они распространяют, а, к сожалению, брали за то, что они употребляют. Тым не менш, вот, да прыкладу, намеснік начальніка галоўнага ўправлення па наркакантролі і супрадзеяння гандлю людзьмі крымінальнай міліцыі МУС Андрэй Саладоўнікаў заўважае, што у нас, маўляў, і дзеючае заканадаўства ў дачыненні да наркотыкаў дасканалае. Маўляў, там можна нічога і не мяняць, нармальна яно працуе. Як аргумент ён таксама кажа пра тое, што а вот вы б хацелі, каб вашы дзеці, скажем, ведаючы, што за там касячок, як мы кажам, нічога не будзе, ужывалі гэтыя наркотыкі. Вот што адказаць этаму чалавеку? Я-то могу отказать, что я, например, не хочу, как мое дитя и горелку уживала. Але держава ее постоянно квоты нарощивая на выраб этой горелки. Я с вами абсолютно согласна. Употребление наркотиков – это бич. И мы с вами уже говорили о том, что мы сегодня никоим образом не говорим о легализации этого. Но мы говорим о том, что если человек совершил ошибку, то он уже приводом в милицию и проведением беседы уже наказан. И если у него не было умысла, или если там насбыт, или если он, не дай бог, болен наркотической зависимостью, мы должны ему помогать, а не усугублять эту проблему, отправляя его за решетку. У любым выпадку, я так зразумеў і са слоў таго ж самага спадара Шуневіча і ўвогуле как бы по таких настроях у дзяржаўных чыноўнікаў все-таки ёсць, ну не знаю, там, я не ведаю. Понимание того, что эта проблема существует. Гэта зразумела, але ёсць жаданне ўсё ж таки вот гэтыя пэўныя змены ўнесці ў закон. Даже и в закон, и в декрет. Можно чакать, что пэўныя змены будут. Я думаю, что это будет тоже наша такая совместная победа, которая говорит о том, что если бы я была одна, мне бы было это сделать намного тяжелее. А когда меня поддерживает такое большое количество людей, когда они все объединяются, значит, мы можем намного больше и быстрее проводить вот эти вот изменения. Яшчэ одна тэма, якую хацелася б сёння абмеркаваць са спадарыняй Ганнай Канапацкай. Дарэчы, з нагоды гэтай тэмы яна мяне папракнула, кажа: Зміцер, я ж пра свае планы стаць старшынёй аб'яднанай грамадзянскай партыі казала табе яшчэ колькі месяцаў таму, і тады ты міма вушэй гэта прапусціў, а зараз зараз вот так усе тут ой-яй-яй паднялі гвалт. Все ж таки, решение не такое, не спонтанное, не... Безусловно, нет. Это обдуманное решение, причем, с моей точки зрения, когда я пыталась обозначить те проблемы, которые все-таки существуют в Объединенной гражданской партии, это уже был таким первым шагом к тому, чтобы принимать на себя ответственность за их решение. А ответственность – это, безусловно, руководство. Я не рабіў матэрыял з лідарамі партый дэмакратычных, маўляў, пытаўся, што ж вы столько гадоў узначальваеце, можа трэба мяняцца, і на што яны кажуць, ну вот ніхто не хоча.
Маўляў, такая адказнасць, ніякіх такіх асаблівых перспектыў росту няма кар'ернага, што там лідар партыі стане там віцэ-прэм'ерам, як за межами. Ну, во-первых, давайте говорить о том, что сейчас все вот политические структуры как раз-таки меняют немного лидеров, да, то есть у нас есть «Рух за свободу», когда Губаревич, Ермилинкевич, посмотрите сейчас на последнем учредительном собрании белорусских христианских демократов, Ольга Ковалькова стала соучредителем, да, БХД. Ну, значит, наверное, пришла очередь и ОГП омолаживаться. Калі паглядзець на гісторыю вот этой спробы амалажвацца АГП, то памятаю Олега Корбана, які вот паспрабаваў амаладзіць АГП, а ў выніку з АГП сышоў. Не думаете, что и вас таки лёс чакае? Ну, вы знаете, что я в любом случае нахожусь член партии с 1995 года, то есть это еще был учредительный съезд объединительный. Я даже более старший член партии, чем нынешний ее руководитель, поэтому добровольно уходить из партии нет. И наоборот, всеми своими силами, всеми возможностями буду пытаться исправить те ошибки, которые сегодня есть. Что это за помылки? Ну, вот за что вы зараз вот так вот не можете пробачить, скажем, дзеючему кіраўніку партии? Ну, вы знаете, что то, что вот уже вынесено в публичное пространство, то, наверное, я и расскажу. А какие-то иные ошибки, это все-таки внутреннее дело Объединенной гражданской партии. Не хотелось бы выносить... Добро, вот видовочные, вот самое главное, топ-3 помылок, скажем, Анатолия Лебедьки. Объединенная гражданская партия, которая связана с тем, что Анатолий Лебедько руководит партией. Да? То есть первое, явное, и то, что видно всем, это слабое участие в избирательных кампаниях. То есть крупнейшая партия Беларуси не может выставить ни достойных кандидатов, ни членов участковых избирательных комиссий, ни хорошо провести кампанию, не осветить это в прессе и на своем даже сайте. Ну, может быть, это не вина кіраўніцтва партии, а вина ўсёй дзеючай там палітычнай сістэмы Беларусі. Люди не бачаць патрэбы, в тым сэнсе, што не бачаць как бы выніка. Ну, чаго я пойду? Все одно не пройду. Вот чаго я пойду в эту комиссию? Все одно меня не пропустят туда. Ну, а что? Тогда я спрашиваю, а насколько партия подготовилась для того, чтобы учесть те ошибки, которые были, например, в прошлый раз? Им говорили там, у вас у людей не хватает образования. Дайте людей с высшим образованием. Если там они говорят, что психологически несовместимы, ну, покажите, что люди прошли там курсы психологической помощи. Вы сапраўды упэўненыя, што вот калі станеце старшынёй, вот гэтыя ўсе нюансы здолены выправіць? Я говорю о том, что я вижу те проблемы, те ошибки, которые сегодня существуют в партии, и я готова их исправлять, и готова прежде всего строить партию на командной работе, объединяя людей по их идеям, по их принципам. Вы уже вывучали настрои внутри партии? Дальше, коли съезд партии будет? Должен быть не позднее июля текущего года. Ну и як, вот я так разумею, вы уже там глебу промацываете, як все-таки? Вы знаете, что неоднозначное решение, то есть кто-то явно поддерживает меня, кто-то явно поддерживает нынешнее руководство партии, но у нас еще есть у всех равное количество времени для того, чтобы притянуть сторонников на свою сторону. Гэта нармальная вот такая палітычнае жыццё партыі, ці ўсё ж таки вот можно это ўспрымаць як спроба такого дворцового переворота? Нет, это открытая борьба. Я не тайно готовлю какой-то дворцовый, как вы говорите, переворот. Я открыто заявляю о том, что я претендую на то, чтобы стать лидером Объединенной гражданской партии. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас у гасцях сёння была спадарыня Ганна Канапацкая, дэпутат палаты прадстаўнікоў, сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі. Гаварылі пра яе прапановы, праўкі ў закон аб масавых мерапрыемствах, пра працу над зменамі ў закон
328 наркотычны закон, дэкрыміналізацыю гэта закона і пра яе планы узначаліць аб'яднаную грамадзянскую партыю. Не хапае жанчын сярод лідараў палітычных структур, так што будем менять ситуацию. Будем менять. Дзякуй вялікі, слухайце Еўрарадыё, у нас яшчэ будуць сёння цікавыя эфіры. З вами працаваў Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.